Ну, а, друзья, весна пришла. Весна идет к нам. Уже все хорошо становится. Цветочки уже вот повылазили, посмотрите. Лилии тут у меня разные царские, тюльпаны, пионы. Все, у нас здесь бабушка работает в огороде. Большое ей спасибо, потому что с нашим графиком сейчас это очень сложно. Это вот мне высылала подписчица еще много лет назад, в начале моего пути. Вот эта трава, как чеснок, как она называется, я всегда забываю. Уже скоро тюльпанчики будут. Атмосфера хорошая, друзья. Знаете, все хорошо, иншаллах. Розочки у нас тут. Это тоже мне подписчица высылала. Может быть, она меня сейчас смотрит, пусть она напишет. Она мне высылала вот эти цветы, я их посадила. И уже как они разрослись, петушки вот эти вот. Так, ну здесь место готовится под огурцы. Здесь у нас бабушка в этом году работает. Вот. Скоро побелим деревья. Анжела, уже скоро деревья белить нужно. Вот что у нас малина осталась. Смородина здесь. Это вот дерево хамтиш. Я не буду рвал. Сейчас у нас Анжелика занимается огородом. Лушка, знаешь, О, не говори так. Там молодежь сейчас вся такая, я считаю, это бесполезная. Что? Я это домашний Малина, это все не фанат. Малина, огород, она не фанат всего этого. Она считает, это Я это не особо. зря траченное время. Ну, конечно, ты же тебе бизнес леди, тебе что, зачем тебе малина? А? Кролик, да? Кролик? Кролик. Уголек. Мы его назвали Уголек. Уголек. Хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. Кстати, кролик хочет играть с котом. Да, Он за барьер прыгает как вокруг не него. хочет. Представляете, кролик хочет играть с Софишкиным этим. Ну, нет. Софишкин кролик, а Анжелин кот. Уголек. Уголек, уголек, мой уголек. Холесенький, да, какой, ага? Хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. Мне жалко, что он один. Надо ему хотя бы, ну, это парень или девушка. Надо ему привезти кого-нибудь, жену или мужа, чтобы им было весело. Одному же ему грустно. Вообще хочу тут хозяйство развести. А бабушка говорила, что вы вчера разговаривали. Она говорит, что ты планировала завести гусей, курей, пару коров. Наверное, это приснилось. Наверное, это был сон. В общем, у нас тут были скоро деревья. будет уже белые деревья, да, наверное? А вот керта, видишь, как-то будет скучно, да, уже? Ничего не цвести не будет, что ли? Но те орехи, и ша тоже будут цвести, яблони. Не-не, сюда посадим мы. Сюда мы сделаем. Вот здесь будет у нас сад. Посадим, конечно, большое место, вон какое огромное. Это все нужно спалить. Кролик хочет играть с Софишкиным этим. С котом. А кот ноль внимания. А этот бегает вокруг него. В общем, вот такие вот дела, друзья. Эту всю малину, все нужно убрать отсюда. Все. А здесь засадить, по-моему, это все спалить, эти дрова. Уже, надеюсь, эти повылазили все комары, о которых супруг говорил, нельзя полить. Инца садок умань завел хирюку заранжал. Моя геба уж мавара.
Сюда бабушка пересадила смородину. Она у нас там была. Это новую мы в том году покупали. Здесь тоже у нас было большое дерево. Белый налив, яблоко. Ну, старое. Все старое поубирали, друзья. Что зачем оно? Оно уже... Вот такой вот огород у нас. Огурцы. Посадим, иншалла. Деревья побелить нужно. Так, все, ладно, девочки. Мне очень-очень некогда. Цветов я, конечно, много посажу, очень много. Когда уже закончатся вот эти все грязные работы, то все, роз наберем, всего такого. Друзья, всем доброго времени суток. Наконец-то мы дома. Нет, наконец-то мы дома и снова уезжаем. Везем посылки сейчас. Что я хотела сказать, у нас не было дома дня два, а то и больше. И работы, которые здесь шли, они шли без нас. Ну, уже хочется вам все показать. Смотрите, сделали нам пол, наконец-то. Мы долго шли к этой цели. Все, теперь нам полностью везде залили пол. Обратите внимание, сейчас они, как они сказали, 2-3 недели должно просохнуть хорошо. Да, может и быстрее сейчас. Уже когда у бабушки пол делали, пойдем туда на порог, откроем мне вход. Ага. Что? Да? Висхан с другом занимается. Так, девочки, ну, в общем, пол у нас залит, да. Это знаете, такое дело, как сказать. А здесь Борис в ногах лежит, Хаяц Анжел. И что, по боках мусор, что, и Хаяц. Я хотела сказать, девочки, что это очень важный шаг, понимаете? Пока не был залит пол, очень много делов, которые стоял тормоз, да? Мы ничего не могли делать, потому что трубы лежали, теплый пол, трубы лежали, и поэтому мы ничего не могли сделать здесь. Что я хотела сказать? Нас не было дома. Благодарю всех, кто помогал, кто принимал участие. Это, конечно же, в первую очередь Висхан здесь на месте. Во-вторых, супруга, друзья, а конкретно один из них. Он пришел сюда и контролировал полностью, потому что, ну, Висхан еще молодой, он как бы такой, ну, невнимательный к этим, не соображает, где что, там. Ну, вообще начнем с того, что ребята знают свое дело, им не надо указывать рабочим, да, но есть такой момент, если ты немного отойдешь от рабочих, они могут какой-то там сделать тебе какой-то косяк неправильный, да, нужно за ними наблюдать и именно все, как что происходит. А вот этот супруга друг, он такой прям в этом плане, у него даже кличка завхоз среди них, он такой дотошный в этом плане, чтобы все тут было строго, чтобы ровно было, чтобы все идеально просто было, вот он такой вот, да. Вот а теперь что у нас? Высыхает пол, да, пускай он высыхает, а потом, да, ой, а потом мы что делаем? Видите, какие ровные углы. А потом что мы делаем следующее, девочки? Следующее это будут потолки. Вот как только высыхает пол, ну, они сказали недели-две, я не знаю, может, сейчас погода хорошая, мы вот у бабушки тоже стяжки делали, там дней 10 сохли полы, но вот они говорят, пускай хорошо просохнут, да, пусть хорошо просохнут, чтобы уже. И тогда, знаете что, сразу идут потолки. Вот, потолки. Почему потолки? Потому что потолки будут идти сразу с освещением, чтобы везде был свет. Чтобы уже везде был свет, и чтобы уже можно было и вечером работать. Например, ламинат супруг с Висханом сами вот, покладут. Да, а вот кафель супруг тоже клал в старой ванной. И говорит, я тут здесь буду. Я говорю, ради Аллаха. Папс Баганжел. Эй, сила, кафель. Яла.
А не надо еще Не стоит так рисковать. Нет, что Иваныч, он хорошо же положил в ванной. Но все-таки, знаешь, это новый дом, хочет, чтобы здесь работали специалисты, знаешь. Я уверена, что он хорошо бы сделал, но все, чтобы четенько по уровню было, чтобы именно это делали специалисты. Потому что раз в жизни строим дом, если что-то там неровно пойдет, то это уже, знаешь. Когда высохнет пол, да, чисто вымыть окна, Анжел, идеально. Вот эту швабру куплю тебе, знаешь, такую, со шваброй. Хорошенько. И следующее будем сразу же за один день они потолки сделают. За один день? За один день. День-два, да. И везде освещение. Представь, в комнатах освещение. Что они могут ложить ламинат. И там в ту комнату мы ему доверим поштукатурить. С Исханом поштукатурить. Потому что в ванну придут рабочие. И на стены кафель будет, девочки. И на пол, поэтому там уйдет тогда много клея. Да? То, чтобы этого не произошло, нужно поштукатурить. Тонкий слой сделать штукатурку. И потом, чтобы они уже работали. Также хотела, друзья, я, знаете что, я оставлю номер телефона. Ой, сейчас, подождите секунду. Анжел! Девочки и мальчики, я знаю, что меня много с Чечни смотрят людей. И вообще, хотела дать в первую очередь. Вот эти люди уже поработали, они уже давно уехали от нас, которые делали нам теплый пол, паровое отопление, все это. Друзья, начинаю записывать видео, меня кто-то перебивает. Это уже давно прошло, ребята уже сделали теплый пол, отопление уже неделю, это уже больше месяца они уехали. Но что я хочу сказать? Много людей очень писали: Киса, а кто вам делал пол? А кто делал пол? А кто вам делал отопление, теплый пол? Потому что очень проблемно найти именно хороших рабочих, да, именно хороших. Я оставлю номер телефона, ребята были, их было 3. Уважаемые жители Чеченской Республики, Хоме Махкой, я просто со 100%, да, вам говорю, ну, уже люди поработали, мы с ними рассчитались, как говорится, они уехали, но это настолько капитальная, сплоченная команда. Я очень проблематичный человек, мне не так-то легко угодить, да, потому что в каком плане мне нелегко угодить? Когда рабочие, знаете, ходят так, один день приехали, потом их месяц нету. Они, в принципе, работают, может быть, и неплохо, как, допустим, у нас строили дом. Мы бы уже давно, наверное, здесь жили, но у нас рабочие, которые именно клали кирпич, это были идеальные рабочие, они 100% знали свою работу. Но они так, приехали, раз, дождик покапал, все, собрались, уехали. Они были не местные. Раз приехали, позвонили, кто-то умер у них, кто-то женился. И это все длилось, это кладка кирпича бесконечно. Сами рабочие золотые, руки у них золотые. Но вот этот момент, знаешь, приди, сегодня приехали, потом 2-3 дня нету. Или потом приехали все-таки, а потом раз, у них что-то случилось. Этих моментов было очень много, и это напрягало. Конечно, с тех пор уже прошло много времени, мы довольны, в общем, все хорошо. Но эти рабочие, у них громадный был труд, который делали теплый пол. Это что-то невозможное. Они настолько быстро все сделали. Раз. Все идеально сделали, уехали и забыли про это. Я поэтому настаиваю, у кого стройка идет, да, у кого. Даже, может быть, соседние республики, Ингушетия и Дагестан, да. Я оставлю номер телефона. Просто от души. Вот я, например, знаете, сейчас уроза месяц, все равно какое-то хорошее дело от меня, если вам будет, сумелхер. Вот, смотрите, я, например, когда это все, вот, как сказать, когда это шла стройка, да, вот стены, это все супруг находил. Сейчас внутренние работы все, и мы договорились, что этим буду заниматься я. В смысле, именно находить рабочих, в которых я уверена, да, вот, потому что у меня очень много знакомых, вот у нас в группе, у Софишки, в садике, в старой группе, женщин, которые строились уже, которые знают рабочих, они мне давали номера, мы так общаемся в группе, да, и они вот хороших рабочих, проверенных.
Вот этот номер мне дал, конечно, мужчина, который нам окна Иса ставил. Вот он есть Хелвизендейл. Он мне дал, говорит, киса, я тоже строюсь. Кстати, он должен приехать к нам еще, коридор там нужно будет доделать из этих стеклопакетов. Вот он говорит, у меня они работали, это очень хорошие ребята, они, конечно, говорят, на расхват, я не знаю, если они будут свободны, я тебе их советую. А вот сегодня, я сегодня советую всем остальным, хоть касаемо Чеченской республики, может, Ингушетия, Дагестан, вот теплый пол. Если вы строитесь, и вам нужны специалисты, теплый пол, как я когда-то искала и не знала, елки, ну черт, первый раз сталкиваюсь в своей жизни. Вот когда мы этот дом построим полностью, когда мы зайдем, я уже смогу дать совет любому другому человеку, что хорошо, что плохо. Но когда в первый раз в моей жизни стройка, много чего не знаешь. Тем более каждый день выходят какие-то новые новинки, что-то новое. Вот это очень сложно с этим совсем разобраться. Вот поэтому я, можно сказать даже, настаиваю, друзья, настаиваю, если у вас идет стройка, и вам нужно, чтобы вам сделали теплый пол, отопление, то вот это вот самый наилучший вариант. Настолько они хорошо сделали отопление, везде теплый пол, настолько они, как раз холодно было тогда, очень холодно было, настолько капитально они все сделали, быстро, ребята. Вот и все, теперь мы залили сюда, стяжки сделали нам, и все, теперь пускай высыхает. 3 их парней работали, все очень быстро, четко, поэтому я дам номер телефона обязательно, оставлю в описании. И если кто строится, кому нужно сделать теплый пол и отопление, вот эти ребята, это самый наилучший вариант, который вообще может быть. Да, протри окна. Очень хорошо поработали, прям очень. Солнце светит, друзья, они ровненько, очень ровно, очень. Стены, все классно. Теперь сейчас потолки будут делаться, двери ставим, и следующий идет пол. Пол и ванна. И даула. Хорошо, я сегодня вечером монтирую видео кусочек.
Девочки, смотрите, Линос есть у нас, которые 5 предметов в наличии. Вот такие вот цвета, смотрите. Внизу с золотом есть, да, и есть просто светлые. Также у нас есть вот такие вот коричневые красивые цвета. Очень красивые. И дальше черные идут с золотом, зеленые идут с золотом. А розовые идут просто розовые. И также к ним мантоварки. Вот. Любую мантоварку. А сколько мантоварка сантиметров? 5 Инна, скажи. Не стыдно. Подходит к индукции или нет? Да, подходит, но у них как... Говори, говори. Не, ну говори, что ты. Стесняется парень. Да. Да нормально ты говоришь. Он некоторые стесняются говорить. Все нормально. Значит, друзья, ребята говорят, что подходит к индукции эта посуда. И вообще у меня дома тоже именно Линес. То, чем я пользуюсь, у меня Линес. Также хотела вам показать вот такие кастрюльки. Это тройка. Тоже к индукции подходит? Да. Они подходят к индукции. Обратите внимание, тройка это как раз для тех, кто пишет, например, ой, у нас семья маленькая, да, мы там 2-3 человека, нам не нужны такие большие наборы. Это вот как раз для вас. И, кстати, цены тоже очень-очень интересные. Это все турецкое, девочки, качество шикарное, просто шикарное. Это открытие нового магазина. Здесь очень много прекрасных расцветок. Одних чайников, посмотрите, девчонки, посмотрите, разные цвета чайники. Есть кому вот в такой модели, например, да, кому вот есть вот и розовые. Я вот, например, розовых не видела. Вот эти вот у меня были, я их продавала, да, как бы. А вот розового у меня не было. Вот здесь позолотой не было, коричневого не было. Обратите внимание, что посуда очень хорошая. Вот, и смотрите, здесь целый огромный склад. Но вот эта тройка Линес, вот ящичек маленький, он есть в открытом? А, вот он, да? Вот ящички, видите? Здесь идут 3 сковородки. Просто 3 сковородки идут они. Вот так вот это выглядит, смотрите. Вот так вот это выглядит. 3 сковородки. Ребята говорят, что к индукции подходят. Продавцы. Это тоже, да, наборчик отдельно? Смотрите, девочки, вот так вот тройка идет. Тоже кастрюльки, тоже фирма Линес. Посмотрите. Вот написано Линес. Тоже здесь индукция есть. Подходит к индукции. Это для тех, кто, ну, у кого семья небольшая, да. Очень... Какой у них литраж, интересно? Я сегодня тут что-то разобью. Вот такой вот наборчик вот для тех, у кого маленькая семья. А вот, девочки, вот так вот идут тройки. То есть они есть в розовом цвете и есть в черном цвете. Сковородочки, да? Как мне писали девочки, что кому-то нужны маленькие. Ну вот они, видите? Так. Такой один тоже есть. А это набор целый? Да. 11 предметов. 11 предметов будет... Смотрите, девочки. Вот это сколько предметиков? 1, 2, 11. 11. Которые считаются, да. 11 предметов. Смотрите здесь. А вот это что такое? Они ковши, они отдельные. Ковшики, да? Да. Но они идут вместе, да, все это? Нет. Вот так вот. Да, вот. Вот так, девочки, тоже к индукции подходят. Смотрите, какие чайники шикарные. Вообще. Вот такие вот тоже есть. Обратите внимание. Смотрите. Вот это Линес, как бы сейчас считается, ну вот, на рынке, да, как на первом месте. Вот Линес, Стар, это вот, да, но больше всего Линес. Они идут, конечно же, дороже, но они
Ребят, Линус сейчас на первом месте, да, как бы по качеству. Да, да. Хорошая. Чем это качественно на рынок не найдешь? 100%. Чем это качество на рынке не найдешь, они говорят. Вот именно вот они занимаются именно вот этим. Вот они знают все об этом, как говорится, и даже больше. Вот это вот сам. Ну, у меня тоже, как говорится, глаз алмаз. Я тоже себе выбрала именно эту посуду. Просто у них очень много новинок, да, и разнообразия. Вот мантоварки, да, пожалуйста, тоже разные цвета. Дальше смотрим, девочки. Вот такие вот, это тоже вот. Это пуз- тоже 9 предметов. Да, просто есть вот как чугунки, а вот это пузатенькие. Вот у меня дома вот такой вот точно набор зеленый. Вы видели, я часто кушать готовлю, показываю. Вот у меня зеленый. Просто у меня панель на кухне как бы идет под зеленый цвет, поэтому. Но в новый дом у меня будет все чисто белое. Все просто будет чисто белое. И также вот такие вот, когда вы будете заказывать, вы пишите киса или пузатенькие линес, либо как котелки, да, чтобы это было мне понятно. Вот, дальше. Смотрите, можно вас? Также вот такие вот наборчики есть, девочки, тоже вот такие вот цвета. Смотрите. Здесь вот эти вот, да, у них есть сковородка круглая, есть квадратная. Один сотейник есть там, один сковородка есть, туда кастрюля. Где этот парень? Пускай Пока мы с ней смотрим. смотри, вот это можешь как-нибудь поставить так, открыть, Да, как он ходит, да? расставить, да. Смотрите, здесь даже ручки интересные, посмотрите. Вот в квадратном виде кастрюльки. Даже их получается 3 варианта тогда, да? Да. 3 варианта. Вот здесь такие еще, да. Вам надо как-то расставить, чтобы это было лучше видно. Смотрите, девочки. Машалла, посмотрите. Смотрите, какая красота, девочки. Это же просто... Ни у каких других брендов нет такого разнообразия. Ни у кого нету. Столько цветов, и именно строение, да? Вот там вот полукруглое идет, а здесь вот такие вот казанки квадратные. Посмотрите, вот какие интересные, красивые ручки. Насколько они красивые, девочки. Обратите внимание. Машалла, какие хорошие. Именно такие я себе в дом новый возьму. Именно вот такие я хочу. Очень красивые. А вот такие вот тоже, девочки, смотрите. Какие они красивые внутри. Машалла. Видите, индукция, да? А меня... Добавьте меня обязательно. У меня ремонт. Красиво, мне нравится. Мы должны писать. А вот это такая же? Нет, это другая чуть-чуть, да? Розовая еще красивая. Вот такая вот модель. Здесь что? Один сковородка есть, три Ага. кастрюли есть. 3 кастрюли, да. Размер. Вот это набор. Один сотейник есть, один сковородка есть, 2 кастрюли есть. Да, да, это для тех девочки, у кого, знаете, небольшой набор, кому нужно брать. Здесь не 5 предметов, а 4. Понимаете? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Также и здесь. Это для тех, кому не нужно как большой набор, да, брать, скажем так вот. Это совершенно новая база, девочки, открылась. Совершенно новая. Здесь все будет. Мы будем работать с ними. Я хочу сказать, что у них, эта фирма Линес, у них очень много поступило посуды, где идет поштучно продается. То есть, понимаете, да? Вот 28 сантиметров, вот 26 сантиметров, вот 30 сантиметров. 30 сантиметров. Вот Турция. Да? То есть берете отдельно сковороду, либо отдельно кастрюлю, правильно? 28, 26, 30 сантиметров. Дальше вот такая вот кастрюлька, котелок отдельная. Например, да? Сколько здесь? Где здесь указан литраж?
Не могу найти. Где-то литраж тут. А, 26. 26. Вот 30. Да, например. 26, 30. Чайника очень много. Вот тоже 26. Вот идет 24. Девочки, идет 24. 28. Ну, в общем, разные тоже 28. А также обратите внимание на шикарность, девчата. То что-то вот отдельно идут сковородки. 30 сантиметров они есть. Да, и, по-моему, еще меньше. Сейчас посмотрим. 30, а это вот 28 сантиметров. А выглядят они вот так. Вот, смотрите, девочки. Вот. У них, видите, специально спуск вниз идет. Удобно, блинчики. Раз, спек, раз, пш, тарелочку, да? И готово. Это вот 30 сантиметров. Очень-очень хорошее качество. Посмотрите, пожалуйста, девочки. Они поштучно вот продаются. Поштучно. Также вот полки у нас есть. Девчонки, выбор очень большой будет. Очень большой выбор. Вот эти кастрюли я вам сейчас покажу. Вот они. 18 сантиметров, 20, 22 и 28. Это на коробке, чтобы вы посмотрели сантиметры, да? А сейчас я покажу эту посуду в открытом виде. Да? Как она смотрится в открытом виде. Вот она. Вот этот набор, смотрите. Идет вот такая вот кастрюлька с золотой крышкой. Вот. Обратите внимание. Вот такая вот. А сантиметры я вам сейчас показала. Дальше идет вот такая вот кастрюлька с ними. А побольше идет кастрюлька. Вот такая вот побольше идет. И сотейник. Обязательно с ними идет вот такой вот сотейник. Это в каждом наборе, девчонки. Точно такой же вот такая расцветка. Да? Точно так же идет вот такая вот расцветка. 4 предмета в наборе. Точно такая вот с золотом. Смотрите, здесь и сотейник, и 3 кастрюльки. Вот. Все вместе это идет. А в общем набор, вот это вот такой набор стоит 6500. Здесь вот 4 предмета. То есть понятно, да? 2 кастрюльки. 3 кастрюльки идет. Вот. 3 кастрюльки. И сотейник. Это 6500. Все вместе. Обратите внимание, с золотом. Качество шикарное, девочки. Шикарное. Вот это вот тоже, смотрите. Вот такая посуда есть. Вот видите, в чем преимущество фирмы Linas? В том, что гранит, шикарное качество. В том, что у них очень много разнообразия. Вот вроде бы котелки идут, да? И тут же вот пузатенькие. И разные цвета. Но помимо того, что котелки, и даже котелки, да, допустим, вот такая, есть такая чисто белая, пузатенькая. Есть котелки вот такие. И есть котелки, здесь не круглая сковородка и сотейник, а вот в квадратном, посмотрите, в квадратном виде, девочки. Смотрите, какие ручки красивые. Ой, руку порезала, палец. Обратите внимание. Обратите внимание, девочки. Вот такие вот ручки. Смотрите, какие они удобные. Гранит. Очень хорошее качество. Просто очень хорошее качество. Обратите внимание. Вот так вот идут пятерки. То есть, если четверки. Если вам вот маленькие ящички они идут, вы видите? У них ящички маленькие. Понятно, да? Если вот, например, есть... Вот обратите внимание, вот маленький, то, что есть в предмете, что есть в наличии, да? А сейчас я покажу большой. А большой ящик вот так вот, то есть 5 предметов. Да, вот 5 предметов, разные абсолютно цвета. Сушилки у нас тоже есть совершенно разные. Значит так, напоминаю.
есть вот такие вот пятерки в разных цветах. Такие пятерки в разных цветах. Вот они есть. Есть вот такие вот четверки. Вот такой цвет есть. И вот, а вот эти четверки, они только в таких цветах или есть белые тоже? Вот эти вот, которых... Четверка тоже, да? Да. А, да, белая еще вот четверка есть. Видите, вот такие. Они четверка идут. Не пятерка, а четверка. То есть вот здесь вы видите 5 предметов, да? 3 кастрюли, сковорода, сотейник. Здесь тоже 3 кастрюли и сковорода. Здесь тоже 3 кастрюли, сковорода и сотейник. Здесь 3 кастрюли, сковорода. Да, то есть это нужно понимать. То есть здесь вот четверки они идут. Вот так. Вот 3 кастрюли, сковорода. 2 кастрюли, сотейник, сковорода. Ну, сотейник тоже это та же кастрюля, да? Правильно я говорю? Дальше черные вот тоже у нас идут 4. 2 кастрюли, котелки, сотейник и сковорода. То же самое, 3 кастрюли, сковорода. Вон там дальше тоже 2 кастрюли, сотейник и сковорода. Ну, то есть, понятно, да? Оттуда я взяла один вот сюда. Это вот что в четверке входит. То есть там у нас идет 1 кастрюля, вон внизу 2 кастрюли, сотейник и сковорода. Это вот такой вот наборчик. И вот так вот, девочки. То есть по отдельности 28. Такие 28. То есть это для тех, кому по отдельности брать очень удобно. Вы пишите, какой вам нужен цвет, и мы вам отвечаем. Но хочу сказать, что да, Линес тоже подорожала на 500 рублей. Да. Вот какие есть цвета, девочки. Разнообразие цветов. Это вот идет чисто белый, обратите внимание. Это вот бежевый с позолотой, зеленый с золотом, черный с золотом, совсем темный, красный. Внизу он не с золотом, а такой с темным. Чтобы вы поняли, что есть набор кастрюль, в которых 5 предметов, то есть 3 кастрюли, сковорода и сотейник. А есть у нас четверка. Вот она. Здесь идет кастрюля 2, сотейничек, сковорода. То есть, понятно, девчонки, вот, да, сегодня с уверенностью вам говорю, что это посуда на первом месте. И сомнения в этом быть не должно. Что касается разнообразия, качества, обратите внимание на эти чайники. Какая красота, девчонки. Ведь, смотрите, розовые 2 чайника, допустим, вот эти 2 чайника, они стоят 4000. Они были по 4500. Они по 4000. 2 вместе. 4000 идут. 2 вместе. Дальше. Мантоварка у нас идет 6500. Обратите внимание, мантоварка у нас идет 6500. И вот такие вот набор, но обратите внимание, что это золотом, это у нас 9500. Вот эти вот кастрюли. Но тут качество, конечно. Тут новинка, и строение, и из позолотой, обратите внимание. С позолотой идет здесь, чтобы вы понимали, я сразу говорю цены. То есть 6500 идут мантоварки, именно Линес. Другие у нас пока по 6000. Далее, вот эти вот наборы у нас идут, вот такие вот, они по 9500. Стар у нас 8500. То есть мантоварки, вот эти я сказала цены, да, вот эти вот кастрюли у нас идут по 9500. 9500. Если человек берет, например, набор кастрюлей, да, к примеру, к нему человек берет мантоварку, и к нему человек берет чайники, там у меня тоже будет скидка. Там у меня тоже будет идти скидка. Понятно? Вот набор 9500. Вот такой я хочу себе как бы в новый дом. Но не знаю. Они все очень красивые. Я боюсь смешаться. У меня будет кухня белая, все белое. Ну вот такой вот хочу. Вот именно вот это. Ой, влюбилась, не могу. Девочки, вот они идут. Вот этот набор, 3. Вот, смотрите. Это тоже у нас идет Линес. Вот, смотрите, тоже Линес. Вот.
Смотрите, какой удобный, красивый наборчик. Видите, ручки какие интересные, новинки. Ну и обратите внимание, что крышка с большой кастрюли подходит к сковороде. Это у турков в каждом наборе, как я и говорила. И вот такой вот котелок, девочки. Такой вот котелок. Вот так вот тройка она, видите, идет. То есть для того человека, у которого маленькая семья. Также вот такие троечки. Но здесь идут сковородки. Вот они. Я их там внизу их показывала, вы их видели. Девочки, вы их видели. Здесь тройка. Вот такой цвет. Видите? Вот такой цвет. И тройка есть еще. Вот он цвет. Вот, девочки. Вот так. Пятерка и тройка тоже. Это чтобы вы понимали.